Добрый вечер, дорогие друзья! Я сегодня представляю вам материал, которым я занимался с начала этого года. Это новый материал. Готовясь к конференции, посвященной Георгию Амичба для Абхазского государственного университета, научной конференции, вы понимаете, что формат конференции и регламент, который всегда предлагается, 15-20 минут, всего этого не скажешь, что было собрано мною и проанализировано. Поэтому, когда Розита предложила прочитать лекцию, я говорю, что вот есть новые материалы, потому что мне тоже хочется, чтобы были какие-то новые данные, новые материалы, новые осмысления. Не то, чтобы мы только всегда вспоминали, что было сделано в советское время, и все время ссылались на работы абхазских классических авторов, известных исследователей. Время идет, многое меняется, многое переосмысляется. И сегодня в мою задачу входит в том числе показать вам, как, к сожалению, часто идеологические штампы, которые существуют в тот или иной период, как они влияют на науку и на понимание истории. Потому что в советское время, безусловно, мои предшественники не могли свободно, так, как они хотели изложить, это не получалось. Была определенная установка. И, во-вторых, у них не было религиозной составляющей, то есть теологической, религиоведческой базы для того, чтобы правильно понять многие вещи. Это не только абхазских исследователей советских касается, это и российских, и грузинских, и так далее. Розита сказала, что я занимаюсь памятниками Западной Абхазии. Значит, чтобы такой патриотизм гудаутский вверх не взял, я решил сегодня рассказать вам о храме Восточной Абхазии. Вот. Я буду показывать вам слайды, потому что, поскольку я преподаю в университете, всегда очень тяжело, когда очень много информации, данных, имена, филологические данные. Это все на слух, безусловно, очень тяжело воспринимать. Поэтому я буду говорить одновременно, и вы будете видеть все основные положения сегодняшней моей лекции на экране, с тем, чтобы зрительная память ваша тоже работала. Значит, прежде всего скажем о географическом положении этого памятника. Значит, это руины средневекового храма Кяч. Он называется Кяч, но в местной традиции зафиксировано очень важное определение Кячныха. Там, где красным будет выделяться, это все очень важные положения этой статьи. Значит, расположен в Ачимчирской части Абхазии, находится в горной части села Чгярда, в местности Чигем, это название вам хорошо известно по произведениям Фазиля Искандера, значит, это его родина, на одноименном холме, возведен на плоской поверхности отрога Панаюкского хребта на высоте 1030 метров над уровнем моря. Иногда у исследователей можно встретить другие данные. Например, Иосиф Адзенба 1200 метров. Но, к сожалению, в его время не было таких технических возможностей, которые существуют сегодня, когда мы по GPS определяем точную высоту памятника. Значит, сейчас я вам показываю карту, сделанную мною на основании Google карты. Я показал те важные христианские объекты, которые находятся рядом. Это Дранский храм, вы видите, в нижней зоне. Напротив крепость Цабал, где находятся 3 церкви древние внутри крепости. И вот прямо напротив находится вот этот объект, который сегодня мы с вами будем рассматривать. Значит, сейчас, я 2 раза поднимался туда, если сейчас вы подниметесь туда, кроме букового леса,
непроходимого леса, причем, чтобы вы понимали, и складывается такое ощущение, собственно говоря, зачем вообще здесь нужно было строить такой объект. Советские этнографы, фольклористы, у них всегда в таком случае такая теория, что там было место абхазского моления, поэтому здесь построили храм, поэтому сейчас там ничего нет, вот, и остались только руины храма. Это не совсем так. Дело в том, что, значит, в этом районе находится перевальная дорога. Реку Кодор, которая располагается в 8 километрах от этого объекта, в его низовьях нельзя было пересечь. Это было очень опасно. И если это делалось, то это делалось, когда не было паводков. А вот чтобы постоянно было взаимообщение левобережья с правобережьем, именно в этом районе, значит, находился Багатский мост, через который жители села Дзюджа, Атара, Джгярда и остальные, разумеется, пересекали и переходили в долину Цабал и Дал. Этот маршрут использовался практически до середины 20 века. Потом скотоводчество пришло в упадок, и особо никто никогда не переходил. Но на раннем этапе, значит, очень важно, что Цербей Бжани, это один из лучших наших этнографов, он что зафиксировал? Зафиксировал расположение храма, значит, Кячиныха в непосредственной близости от трассы Великой Абхазской стены. Я поясню, что это означает. Есть точка зрения, я сейчас не говорю, что она обоснована целиком или так далее, но вот эта знаменитая Абхазская Великая Стена, которая начинается от Киласура и потом идет до Творчала и выше, значит, что вот эта стена была построена для охраны трассы, так называемой Абхазской дороги, которая соединяла Себастополь с Кутаисом, когда столица Абхазского средневекового царства была перенесена в Кутаиси. Например, Олег Хухутович Бгашба, который недавно упокоился, он мне рассказывал о том, что, значит, с одним исследователем они на трехколесном мотоцикле практически проехали вот эту трассу. Сейчас навряд ли кто-то проедет. Еще я видел фотографии Алексея Гогуа с группой студентов молодых и заинтересованных людей, которые тоже пешком прошли по этой трассе. Соответственно, вот храм Кячныха был около этой трассы. И Царбей Бжани нашел каменную вымостку этой трассы. Сейчас я сомневаюсь, что мы с вами там что-то найдем, вот. Но чтобы вы понимали, что это очень важные артерии, и появление этого храма на этом месте имело очень важное значение. Теперь, когда я выступил с докладом и опубликовал, сразу, значит, несколько комментаторов начали мне писать о том, что вот неправильно писать «кяч», значит, вот через букву «я» надо писать и так далее. Я в своей публикации, эта публикация уже вышла в материалах научной конференции, посвященную Георгию Амиджба, если кому потом будет интересно или процитировать, и прочитать, и использовать эти материалы, там все это я подробно рассматриваю. Единственное, что здесь хочу отметить, все-таки вариант «кетч» представляется наименее обоснованным, поскольку в самые ранние упоминания этого топонима, значит, мной было установлено, что это относится к X веку, там вариант «кетч» отсутствует. Теперь, значит, ну, с точки зрения фонетики, по-абхазски, если «кяч», конечно, надо передавать через мягкий знак «я» или мягкий знак «я» буква, да? Но в русскоязычной традиции, да, закрепилась форма «кяч» или «кяч». Это связано с артикуляцией. Понимаете, мы же не можем все время требовать, чтобы произносились абхазские слова точно, как они произносятся
на абхазском языке с учетом абхазской фонетики. Это не всегда так получается. Поэтому я вот этот вариант, первый кяч, оставил в своей статье. Значит, теперь очень интересный второй топоним, да? Кячныха. Значит, здесь что мы имеем? Вот этот аффикс, да, ных-ныха. У Шалвы Денисовича Налыпа вариант мы встречаем кячных. У других авторов кячныха. Честно признаться, я так и не смог установить, какой правильный подход, потому что у того же Иналыпа мы видим, например, в одном случае передается слитно, айтарных, лдзаных через дефис. В другом случае эберныха, внизу огласка, в конце огласка, или элырных. Не знаю, с чем это связано, но с моей точки зрения, с учетом этимологии этого слова, а это слово заимствовано из аланского, осетинского, где есть термин «нехас», что означает «народное собрание». Соответственно, начальный – это префикс. Это очень важно, потому что Дмитрий Гуля ошибался, когда он полагал, что корень «ан», как в слове «анша», это не так. Ни в слове «анша», ни в слове «аныха» не относится к корню. Это всего лишь приставка. Соответственно, если мы будем исходить из этой вариации, конечно, полногласный вариант «кячныха» будет более правильным, и мы это видим в работах Валерия Гварчия «Топонимика Абхазии». Значит, теперь архитектурные особенности этого храма. Вы знаете, первый раз, когда мы туда поднялись, конечно, он произвел невероятное впечатление. При том, что полуразрушен, но масштабы, которые сохранились, до сегодняшнего дня очень сильно впечатляют. Его размеры 24 метра на 16,5. Там есть немножко разногласий относительно объемов. Почему? Потому что, например, первый исследователь – это Йосиф Адзенба. В ноябре 1939 года он осмотрел этот храм, но он, к сожалению, как пишет, выпал снег и не смог увидеть придвор храма, которые не были учтены в его обмерах храма. И потом те, которые пользовались работами Йосифа Адзенба, они брали эти расчеты. Те, которые пользовались поздними работами, они брали другие расчеты. Поэтому, если вы вдруг в литературе увидите, что это разнится с тем, что я сегодня вам говорю, это, здесь есть этому объяснение. Но самое главное, что Адзенба говорит, что практически восточная стена сохранялась целиком, остальные тоже до сводов сохранялись, но к нашему несчастью, в середине 20-го, чуть ближе к нашему времени, значит, упало буковое дерево, огромное буковое дерево, и он целиком снес южную стену. Вот южная стена уже потеряна. Я сделал такой небольшой эксперимент, что, значит, позволительно в наше время с помощью искусственного интеллекта, как вы понимаете. Вот. Исходя из этих параметров, площадь застройки составляет, полезная площадь, да, составляет 277 квадратных метров. Вообще площадь 396. С расчетом на то, что каждый квадратный метр рассчитан на 2 человека, вместимость около 500 человек. Если в праздничные дни, когда люди стоят плотно, и 1 квадратный метр, скажем так, условно рассчитан на 4 человека, вместимость до 1000 человек. То есть это очень большая постройка, чтобы вы понимали. Такие показатели ставят Кяч в один ряд с крупнейшими храмами периода Абхазского царства. Теперь какой он тип представляет? Потому что храмы Абхазии, это мы так в общем именуем храмы, но они все относятся к разным периодам и представляют разные школы храмостроительные, и по типологии они различаются. В данном случае, значит, храм Кячныха – это трехнефная базилика с изолированными нефами и 3 невыраженными снаружи апсидой. Я сейчас объясню, что это такое. Единственное, Ливан Рчулишвили, он первый, кто
с научной точки зрения исследовал этот объект и сделал первые обмеры, значит, опубликованные, потому что первый сделал Воронов, мы сейчас дойдем до этого. И он, значит, группирует узкий круг памятников, которые представляют вот этот тип храма. Это храм Старой Гагры, Абаата, вы знаете этот храм, храм в амбаре Мюсера и крепость Абаанта в Лыхны. Недавно мы ее расчищали, вот Розита как раз говорила о том, что эти материалы, видео и фотоматериалы вы видели, честно вам сказать, здесь присутствуют и мои прихожане, когда мы его расчистили, конечно, поражающие размеры, объемы, архитектура какая-то невероятная, кладка удивительная. Вот эти все храмы, значит, относятся к этой группе, но исследователи полагают, что кячские наиболее поздние в этой группе храмов, и наибольшее сходство у него с храмом Вамбара. Сейчас это Мюсера поселок, но 20 лет тому назад это была часть территории моего родного села Мгудзруха, и мы, представители моего рода, мы все происходим из холма, который находится рядом с этой базиликой. Вот я сейчас привожу вам, для сравнения привожу, с одной стороны, если вы все видите, я не буду мешать вам, с одной стороны вы видите Кячский храм, и здесь вы видите храм Мюсера. Обратите внимание, какая сложная архитектура. Значит, что значит трехнефная? Один неф, второй неф и третий неф. У этого еще есть придвор, нартекс. Соответственно, вот когда в алтарной части отсутствуют проходы в разные нефы, это называется замкнутые нефы, да? То есть они как бы функционируют самостоятельно. Какое функциональное назначение этих двух? Это все я в статье объясняю, но это для узких специалистов. Но, в общем, я вам скажу, что иногда полагают, что там могли храниться мощи каких-то святых для отдельного почитания и поклонения им. И здесь вы видите, обратите внимание, что нет выраженной апсиды, что характерно для больших и важных храмов Абхазии, периода Абхазского царства. Вот здесь это не характерно. Теперь далее. Значит, первый план Кячского храма был сделан Юрием Николаевичем Вороновым. Вот эта пометочка, очевидно, ограда храма. Тот фрагмент ограды, который к его времени, видимо, сохранился. Юрий Николаевич предлагает вот такой нам вариант, значит, этого храма, план этого храма. Второй план, который до настоящего времени сохраняет статус базового специальной литературы, и большинство ссылаются на него, потому что я до того, как написал эту статью, я ни у кого не увидел, чтобы какой-то исследователь собрал все эти планы и проанализировал. Поэтому большей частью даже в последних публикациях, новейших, которые выходят вот 2-3 года тому назад, вы увидите только вот этот план. Обратите внимание, что вот здесь он отмечает стены, южную и северную, некой пристройки. Теперь, значит, наиболее полная графическая фиксация памятника была осуществлена Логиновым и Касландзе. Эта работа опубликована в трудах Абхазского государственного университета, они там преподавали. Обратите внимание, да, у них появляются совершенно новые детали, в том числе и вот этот западный придвор, который мы здесь видим. В 2005-2006 годах, я просто точно сейчас не вспомню, значит, мы вначале поднялись Баталом Джопуа, с группой ребят туда поднялись, Рауф Чепе с нами был в зимний период, потом Баталс еще с одной группой поднялся, и они расчистили его, и Батал сделал новые обмеры. И вот сейчас я эти обмеры передал Камикации, она мне сделает электронный вариант, и, соответственно, мы потом включим последующую публикацию этого храма. Теперь конструктивные особенности.
Во-первых, он выстроен из тесаного известнякового туфа травертин местного происхождения. Иосиф Адзенба не поленился, обошел там все вокруг, в окрестности и установил 3 места, значит, откуда брался этот строительный материал. Он эти локации точно установил, поэтому мы знаем, откуда происходит строительный материал. Он не привозился, он добывался на месте. Толщина стен до 1 метра. В основном это камни, но есть элементы кирпича, или так называемого византийского кирпича, плинф. Вот. Они более узкие, чем обычный стандарт кирпича, к которому мы привыкли. Ну и, наконец, он был перекрыт черепицей. Насчет интерьера и фасада храма мнения разделились. Иосиф Адзенба полагал, что там никакой штукатурки не было, ни внутри, ни снаружи. Юрий Николаевич написал, что яркой фресковой росписью, фрагментами вот такой росписи, значит, храм имел, но Юрий Николаевич ничего не привел в доказательство. Видел он это, сохранилось это. То есть никаких подтверждающих эту гипотезу данных нету. Кроме того, ну понятно, что если это строилось в период расцвета Абхазского царства, безусловно, храм должен был быть расписан. Теперь алтарная преграда. Вот во время натурного исследования в 2016 году Индольцева, исследовательница из Москвы, нашла белокаменную деталь, предположительно основания арки. Соответственно, она выдвинула гипотезу о наличии алтарной преграды. Понятно, что каменные алтарные преграды – это неотъемлемая часть средневекового храма в Абхазии. Но пока других деталей не найдено. Вот. Далее, так называемые голосники. То есть, когда строили храм, для легкости, облегчения сводов туда вставляли керамические кувшины, да, амфоры вставляли. Это у нас и в Драндах есть, и здесь тоже, но, к сожалению, их уже обнаружили разломанными внизу, под завалом, поскольку весь свод обрушился. Теперь вопрос датировки этого объекта, ему я посвящаю в своей статье очень большой раздел, привожу всех авторов, несогласованность авторов, значит, критика отдельных авторов и так далее. Это вам навряд ли будет интересно, это для узкого круга специалистов. Здесь просто я вам отмечу, что существует 3 основные концепции датировки этого памятника. Раннесредневековая, 6-7 века, эпоха становления христианства, это территория Апсилии. Значит, эпоха Абхазского царства, 8-10 века, период правления династии Леонидов, поздняя Абхазская, 11 век, период правления Абхазской ветви Багратидов. Из всего того, что я прочитал, чтобы я мог склониться к какой-либо из этих версий датировок, не могу сказать, друзья мои, не могу сказать, что вот у меня возникли убедительные предпочтения, значит, что это ранее средневековое или эпоха Абхазского царства или поздняя Абхазская, да? Все это требует дальнейшего исследования. Значит, окончательная верификация хронологии, она возможна только после археологических раскопок. Может быть, нам удастся найти какой-то камень, в котором будет надпись, эпиграф, значит, который даст нам какую-то информацию, когда строили, кто строил и так далее. Это такая вероятность сохраняется. Дальше какие-то еще особенности, которые могут быть открытыми. Например, часть исследователей полагала, что изначально была только построена центральная часть, а боковые нефы появились позже. Они это объясняют тем, что стены пристроены, они не вплетены в общий корпус храма. И там таких версий будет много, но мы только сможем, когда будет полное археологическое исследование, сказать действительно все эти особенности и уточнить датировку. Но у нас есть одна очень важная вещь, важные вещи, артефакты, которые позволяют нам датировать, значит, время функционирования этого храма
К середине X века он был уже построен. Вы увидите эти артефакты и надпись, которая там есть и так далее, но к середине X он был построен. И поэтому существует такое понятие terminus ante quem, конечная дата. То есть вот до этого времени уже храм стоял. А с какого времени начали его строить и когда его переделали или переделали несколько раз, это все то, что нам предстоит изучить в будущем. Теперь, раз я сказал о раскопках, скажу о несанкционированном проникновении так называемых кладоискателей. Мы сейчас их называем черные археологи. На самом деле в литературе 19 и 20 века их называли кладоискатели. Почему? В Абхазии эта тенденция сильно начала развиваться, когда появилось телевидение. Да? Все начали смотреть, как, значит, какие-то археологи ездили в Индию, еще куда-то, там, значит, что-то нашли в джунглях, раскопали, все ездили в Египет, лазили, значит, в пирамиды, когда все ничего не контролировалось. Да? И таким образом возникли мифы, что каждый исторический объект обязательно должен иметь хранилище золота. Да, значит, каких-то там ценностей. Это не всегда так было, но, к сожалению, вот это побудило интерес населения Абхазии, которые, к сожалению, очень много объектов уничтожили именно во второй половине 20 века. Так вот, здесь мне удалось установить, что, оказывается, в 1908-1910 годах было разграбление гробниц, и в 1969 году, когда вывозили лес, и трактора туда поднялись, и, значит, ребята, которые были за этой техникой, они вдруг решили, значит, с помощью экскаватора выкопать. И есть описание вскрытия этих гробниц, все эти сопутствующий материал был разбросан по всей этой территории и так далее. К сожалению, вот такое, значит, проникновение несанкционированное уже имело место. Это я говорю, друзья мои, то, что мы знаем. А то, что мы не знаем, сколько раз кто там лазил и что выкапывал, это уже другой вопрос. Теперь, конечно, его местонахождение, к сожалению, нынешнее местонахождение, когда все это заросло растительностью, да, научный потенциал памятника раскрыть очень сложно, потому что туда только можно пробраться на ослике, на лошади, ну и, соответственно, вы понимаете, что какую-то технику туда привезти, увезти, или чтобы археологи работали, это очень, конечно, безусловно, сложно. Но все-таки я написал эту работу с расчетом на то, что появится у наших археологов интерес, и кто-то займется этим памятником, зная уже историческую часть его. Теперь, особое место это народная, значит, традиция и фольклор. Друзья мои, я на это обращаю ваше внимание. Почему? Потому что моя теория в этом отношении совершенно иная, чем у традиционной абхазской исторической и этнографической науки, где мы всегда слышим одно, что вначале там было святилище, поэтому это называется Аныха, а потом пришли христиане и построили там храм. Это не всегда так, друзья мои. Где-то в основных известных местах это могло быть, а в большинстве случаев это не так. И теперь я эту версию могу подтвердить собственным опытом участия в археологических раскопках двух объектов в селе Ануха. Когда мы раскапываем храм, вначале идут стрелы, металлические приношения, бырзал и так далее, а потом идет храм, а под храмом ничего нет. То есть, если бы мы эти все приношения, либо какие-то другие артефакты находили бы непосредственно под христианской постройкой, да, не спорю, но мы это находим сверху храма. Это означает, что в 16-18 веках формируется на Кавказе такое понятие этнизированное христианство. То есть христианских институтов нет,
люди адаптируют все то, что знали их деды и прадеды, к своим условиям. Дети священников, не будучи священниками, начинают выполнять функции религиозных лидеров. Их потом в 20 веке окрестят жрецами. Значит, и, к сожалению, все материалы, которые мы знаем по фольклору, все они, к сожалению, зафиксированы только в 20 веке. Вот. Теперь, значит, Иосиф Адзенбе, что он нам сообщает? Первый, кто нам сообщает. Значит, он говорит, что местность Кеч была заселена представителями фамилии Кечевых, Кеча, Кяча, но они не были строителями храма. Строителями храма выступает род Когоня и Взаркая, которые, когда строили храм, он разрушался, они поняли, что теперь нужно принести в жертву 2 девиц незамужних, а их замуровали под фундамент и все такое. Значит, понятно, что это все легенды, которые никакого отношения к исторической реалии не имеют. Теперь дальше. Строительные жертвы – это классика, которую мы встречаем не только у абхазов, но и у всех народов. При строительстве какого-то объекта обязательно кто-то должен приноситься в жертву. Значит, теперь Адзенбе сообщает и о кячской иконе Кячныха. Запомните, пожалуйста, это утверждение, что в случае с Кячныха речь идет об иконе, а не о церкви. Вот. Он говорит, что она почиталась в Абжуйской Абхазии, перед ней давали ритуальные клятвы, все то, что мы хорошо с вами знаем, когда она хочется не какой-то вот все, что с этим связано, делалось перед этой иконой. Кроме того, он говорит, что фамилия Паралия, я не знаю ударение правильно, я ставлю, нет, проживающие в село Чло, совершали в честь этой иконы жертвоприношения. Второй автор, если Иосиф Адзенбе собирал в 1939 году от местных жителей эти сведения, то второй автор Сандра Сангули, который уже в 60-х годах, в конце 60-х годов, он уроженец этого села, он имел образование, был журналистом и так далее. И мне показалось, что раз он имеет образование, может, стоит к нему прислушаться, может быть, он с критикой подойдет к этим материалам. Но, к сожалению, это все не так. Он ссылается на родственника сказителя Маткири Сангулия, прожил 125 лет и полагает, что строилась родом Кяча, проживающий в данной местности. А строительная жертва в его изложении тоже связана с этими упомянутыми высшими родами. Единственное, что он привносит нового, это о передвижении этой святыни из Кяча в село Илыр. Святыня в виде огненного шара, это классика, вы знаете, то, что имеет отношение к Анухам, покинула храм и переместилась на юг, опустившись у подножия Альхи-Велар. И там появилось новое святилище, и Кяча ходили туда поклоняться. И исчезновение родника в самом селе из-за появления, передвижения этой святыни. Вот существенный недостаток Сандра Сангули, понимаете, человек говорит о христианской грандиозной постройке, да, это архитектурный большой памятник. Словно его не существует, он все фокусирует внимание на фольклоре, да, то есть нужно же исходить, что перед тобой стоит не просто какой-то камень жертвенный, перед тобой стоит огромная постройка. Вот это неверный подход, который у многих советских авторов было, за исключением Георгия Амичба. Это третий автор. Причем и Сандра Сангули, и Георгий Амичба опубликовали свои статьи на абхазском языке в одном и том же журнале Алашера, в одном и том же году, в 1969, и в одном и том же номере. Вот. Но у Георгия Амичба, поскольку он был профессиональный историк, тем более медиевист, он хорошо знал средний период, он тоже фиксирует, об исторической части мы поговорим чуть ниже. Здесь я скажу о том, что теперь у него появляется другая версия. Он говорит, что эта икона была привезена родом Ашба, из Северного Кавказа. Далее он говорит о том, что другая версия свидетельства принадлежала роду Когоня. Но сам Георгий Амичба допускал связь между Кяча
и геча, которые жили в Гечрепше, это Западная Абхазия. Но мы к этой версии вернем, просто для себя запомните, что теперь опять появляются новые версии. Вот обращаю ваше внимание, прошло всего лишь вот этот отрезок от Иосифа Адзенба до Георгия Амичба, это всего лишь там 30-40 лет, да? И сколько раз предание меняется. Это к тому, что когда нет письменной фиксации, все это под вопросом, все эти легенды и предания. И, наконец, еще в работе Логинова и Косланзе они тоже много внимания уделяют фольклорной традиции. Значит, теперь там они уточняют, что Взаркая это фамилия как Бзархал. Значит, вот это единственное уточнение. Кроме того, теперь строителями в их версии выступают представители родов Когония и Сакания, и уже замурована эта несчастная девица, значит, из рода Сакания. Вот. Хотя ее не было. И тут появляется еще фольклорный субстрат, что лук-порей какой-то, значит, стал расти после того, как ее там замуровали, и все такое. Эту версию я тоже слышал от местных жителей во время 2 моих экспедиций туда, и сейчас наибольше всех на строительство этого храма и на принесение в жертву своей родственницы претендуют саканевцы. Да, упорно причем претендуют. Теперь, вот это я называю метаморфоза коллективной памяти. Значит, когда вот эти все данные, которые вы слышали, что они создают, какую картину? Резкий контраст между исторической реальностью эпохи расцвета памятника, его восприятием в народном сознании к XX веку. Деградация церковных институтов привело к примитивизации. Вот почему нам нужна абхазская церковь, почему нужно абхазское духовенство. Потому что когда его не было с 16 по 19 век, видите, во что превратился колоссальный памятник мировой культуры к луку-порею и, значит, ко всему остальному. Вот. Теперь, наконец, уже моя тема, да, значит, это уже исторические сведения. Конечно, друзья, у нас нет никаких нарративных и иных письменных источников. К сожалению, когда нет письменных источников, очень сложно говорить об истории памятника. Когда никто ничего не фиксировал. Может быть, на этих фресках, если они когда-то были, могла быть информация. Например, у Алан, значит, это сейчас территория Карачаево-Черкесии, но где жили осетины Аланы, один из памятников был датирован надписью, найденной в конце 20 века. Вот пришли специалисты и вдруг обратили внимание на греческую надпись, а до этого все занимались, может быть, такой век, этот век. Другие делали анализ строительного материала, который оказался ошибочным по сравнению с лапидарной надписью. Поэтому, конечно, письменные источники для нас важны. Но у нас есть две эпиграфические надписи на 2 памятниках. На 2 памятниках мы сейчас их дальше рассмотрим. Но до того, как мы туда перейдем, я должен отметить, что Арканджело Ламберти, его работа, 17 век. Вот есть гипотеза у Сурама Сакания о возможной идентификации памятника с монастырем во имя святого Михаила, который упоминает Арканджело Ламберти. Запомните, пожалуйста, впервые мы как версию встречаем, что Кяшский храм в честь архангела Михаила. Но здесь какой момент существует? На самом деле работа Арканджело Ламберти – гениальная работа. Это энциклопедия Мегрели. К сожалению, почему-то он не смог долго у нас здесь находиться и написать такую же энциклопедию о нас. Это было бы просто сокровище, потому что он описал быт, хозяйство, семейное положение, религиозное положение, правовое положение и так далее. Это огромный труд. Этот труд вышел под названием «Описание Колхиды, называемой теперь Мегрели», в Неаполе в 1654 году. Он прожил 18 лет. Значит, представляете, какая ценная работа. Сейчас абхазская исследовательница, которая
жила в Италии, знает хорошо итальянский язык, Чичибая Цяло. Она занимается переводом второй его работы, где мы уже находим какие-то сведения о храмах от Кудора и сюда, в эту часть Абхазии. Но я, к сожалению, пока ничего не нашел в Ламберте из того, что издано относительно Кячской церкви. Второе сведение, еще один важнейший автор 17 века, Эвли Челеби. У него мать была абхазка, значит, он вырос в Константинополе. Это, скажем так, один из лучших ученых Османской империи на раннем его этапе. Вот. Кстати, замечу, что он читал, значит, Коран, читал в Айя София в 17 веке, когда это уже стало мечетью. Он приезжал в Абхазию, он владел абхазским языком, и он пишет о том, что, описывая субэтноса База, называет племя Кеч. Значит, локализует в районе реки Пишу Псол, очевидно. Он говорит, что там 70 сел, они могут выставить 10 тысяч воинов и так далее. Исследователи локализуют вот этот род, значит, относят род Кеч к Геча и Гечрыпшу. Вы проезжаете сейчас до Цендрыпши, Гечрыпш. Вот в этом районе эта группа жила. И вот теперь вы понимаете, откуда появился вариант Кеч и, значит, Кяча и Геча. У Вячеслава Чирикба недавно вышла работа, она опубликована в трудах Адыгейского института гуманитарных исследований, посвященная как раз сообщениями Эвли Челеби. Я, к сожалению, пока не имел времени, но, надеюсь, руки мои дойдут до этого исследования. Кроме того, у нас есть молодой парень-исследователь на Чечеде, который работает в Москве, выучил османский язык, занимается османскими документами и регулярно публикует эти материалы, потому что эти материалы османских архивов и османских путешественников, к сожалению, они тоже недолжным образом изучены. Теперь вот профессор Амичба дает эту версию, что вот эти Кяча и есть Геча. Но вопрос вот о генетической связи между ними, одна группа находится в Западной Абхазии, другая в Восточной, друзья мои, это требует дополнительного исследования. В рамках своей работы я не смог прийти к каким-то выводам, чтобы уверенно сказать, что это так. Еще осталась одна работа, которая, значит, я просто физически не успел ее прочитать. Есть исследования северокавказских исследователей о роде Кеча, которые живут и на той стороне тоже. Но это в дальнейшем. Если просто кому-то будет интересно, можете этой темой заняться, если студенты здесь присутствуют. Теперь, в 1959 году выходит фундаментальный труд Георгия Чубинашвили «Грузинское чеканное искусство». Это огромные книги, 2 экземпляра оригинальных каким-то чудом сохранилось в Абхазии, они у меня в музее в Новом Афоне. То есть это в советское время они делали огромные такие иллюстрации, альбомы. Одна была подарена Илорской церкви, каким-то образом оказалась в Сухуми, и она у нас сейчас в музее. И второй, мне ее тоже подарили. Теперь, вот в этом труде впервые Георгий Чубинашвили говорит о литургической утвари, происходящей из села Буджи. Значит, село это находится в Мегреле в Западной Грузии, в 23 километрах от Зугдидя. Но они происходили из Кячского храма. Теперь, значит, самая интересная часть сегодняшней моей лекции. Вот, вы видите серебряная репида с позолотой. Это искусственный интеллект, так сказать, помог мне более точно восстановить его. Я не уверен, что он так выглядит, просто я ему задал такой запрос, и вот он выдал мне это по описанию. Это фотография Чубинашвили. Значит, ну, понятно, что сейчас надо делать цифровые съемки. Вот это репида. Что значит репида? Это греческое слово «веер». В древнехристианской церкви, поскольку христианство возникло на Востоке, во время совершения литургии летало много насекомых. Значит, и были люди, которые стояли, значит, с этими веерами,
над святыми дарами. Это начальная функция. Потом, когда уже храмы стали закрыты, значит, ничего туда не могло попасть и так далее, их функции стали символическими, изображая присутствие небесных сил у престола. Значит, что пишет Чубинашвили? Еще в конце XIX века рассматриваемая Еврипида пользовалась большой славой и почетом в Мингреле. Ее считали за святыню, хати, большой силой при разборе выдающихся дел заставляли свидетелей приносить на ней присягу. То есть мы видим с вами прямую аналогию с таким же сакральным отношением к святыне Аныха, как у абхазов. Этот предмет, по крайней мере, по описаниям, которые он дает, с 1923 года находится в Зугдитском историко-этнографическом музее. Инвентарный номер ранний 525, нынешний старый 226. Я очень сильно надеюсь и верю в то, что они там сохраняются. И мы это не установить пока не можем, потому что каталогов, к сожалению, этого музея нет. Хороших каталогов, что сегодня у них находится в фонде, где что выставлено. Но надеюсь, что мы сможем договориться и получить качественные фотографии. Теперь обращаю ваше внимание. Значит, этимология термина «аныха» дискуссионная. Вот Гулия, видите, он выводит из того, что мы сейчас вспоминали в традиции Западной Грузии хати. Соответственно, хати означает образ икона. Современные лингвисты, они основываются на аланском нехас. Соответственно, вот в абхазской лексеме термин аныха имеет 3 значения. Первое по сегодняшним словарям. Святыня. Второе значение икона. Третье значение церковь. Значит, но если мы посмотрим, друзья мои, я дотошно занимаюсь этой темой давно, я пока не написал работу, просто идет сбор материалов. Что и выясняется? Впервые этот термин фиксирует Бартоломей в абхазском букваре, значит, в 1865 году. Впервые. Там написано, я не знаю, почему никто не обратил на это внимание, там написано «аныха» означает образ, то есть икона. То есть первое зафиксированное значение термина «аныха» – икона. Поэтому потом Дмитрий Гулия во всех своих работах будет его использовать именно в значении иконы. Второе значение – церковь. Значит, мы имеем в Западной Абхазии, недалеко от Пицунды, Ахашныха. Иналыпа переводит этот термин как каменная или белокаменная церковь. Мы имеем топоним Айтарныха, церковь святого Федора. Другими словами, первоначальное значение могло быть значение церкви или экклесия, что в греческом означает собрание народа. И в аланском он означает собрание народа, мужчин главным образом, поэтому у них до сих пор существует партия Нехас. И у адыгов существует адыга хаса. Это тоже от этого же осетинского слова. Таким образом, вы видите, что советская наука, абхазская, дает нам порядок святыня, икона, церковь, а углубленное изучение, по крайней мере, по имеющимся материалам, мы в обратном порядке идем. Церковь, икона и святыня. Видите, какой вопрос возникает? Как очень важно научно изучать, а не потому, что там моя бабушка так считала, мой дедушка так полагал, или мне соседка так рассказала. Вот, значит, с луком пореем, да. Вот. Дальше. Значит, еще одна интересная деталь, вот это увязки кячныха с небесными силами. Значит, в осетинском нехас, понятно, что это индоевропейский язык от древнеиндийского кас, что коррелирует с абхазским преданием о перемещении святыни. Я уже вам это рассказывал. Теперь, значит, надпись на обратной стороне этой репиды. Что мы здесь имеем? Видите, вот фигуры,
архангелов. Это я сейчас вам расскажу, что здесь изображено, это очень интересно. И вот здесь имеются надписи. Вот на этих сторонах. Вот, они все расшифрованы именно Чубинашвили правильно, потому что это опубликовал еще Такаишвили в XIX веке. Но, к сожалению, тогда наука была немножко другая и в Грузии, и у него много неверных интерпретаций. Что мы читаем в надписи? Написано на Самтовруле, а Самтовруле – это заглавное письмо средневековое, использовавшееся в пределах Абхазо-Картвельского царства. Что здесь пишется? Именем Бога я царь. Я специально в абхазской фонетике, с помощью абхазской фонетики передаю, чтобы было понятно какие-то важные ключевые слова. Мепемен. Георгий положил эти репиды, обратите внимание, множественное число, то есть их должно быть 2, в этой святой церкви Кячи, Экклесиас Кячс, в молении за мою душу, священники, когда вы будете совершать жертву телом и кровью Христовой, помяните меня в молитве «Аминь». Святая Богородица, будь заступницей перед Сыном Двоим и Богом нашим, мне, царю Георгию. И Чубинашвили отождествляет этого царя Георгия с абхазским царем Георгием II, значит, правивший по его хронологии, потому что хронология абхазских царей – это колоссальная большая тема, там разные позиции, разные данные, разные расхождения и так далее. Но в данном случае я просто привожу его хронологию. Он правил до 957 года. Значит, он может датировать этот артефакт середины X века. Обратите внимание вот на эту фразу. Экклесиас – это греческое слово, которое вошло в грузинский язык и до сегодняшнего дня используется в качестве понятия церкви. Вот они же все время нас упрекают, вот у вас нет никакой религиозной терминологии, вы у нас взяли. Так вы сами у кого взяли? Тогда скажите мне по-грузински, как будет церковь. Экклесия, но это греческое слово. Но нас интересует второй, качс. Обратите внимание, что наличие флексии «са», являющейся маркером дательного падежа в грузинском языке, свидетельствует, что абхазский топоним «кач» был интегрирован в текст без фонетических искажений. Поэтому здесь у нас не может быть «кэч». На это обращаю ваше внимание. Я не поленился, я не владею грузинским языком, тем более, так сказать, средневековым. Но я не поленился, нашел человека, который посмотрел мне этот фрагмент, уточнил все эти нюансы, потому что это всегда надо делать. Никогда не верьте никакому переводчику. Вы будете читать, в оригинале написано «Картли», в переводе «Грузия». В оригинале написано «Базге», в переводе «Абхазия». Это неверно. Значит, дальше. Вот на основе, вот она здесь хорошо видна. Видите, вот она здесь хорошо видна, надпись эта, значит, увеличенный фрагмент. Какой вывод мы делаем из этой надписи? О том, что этих предметов было 2, и что эти предметы датируются X веком, но самое главное, в надписи есть название храма, куда абхазский царь их вложил, передал от своего имени. Как Бедийская чаша была передана Гурандухтой и Багратом Бедийскому собору, эти реликвии были переданы Кячскому храму. Теперь, значит, что там изображено? Друзья мои, это называется, значит, композиция тетраморф, греческое слово, которое используется в искусствоведческом языке. Тетартос, то есть 4 образа в одном. О чем идет речь? Апокалиптическая группа, состоящая из ангела-человека, то есть в виде человека ангел, лев, телец и орел. Значит, и изображение, антропоморфное изображение Солнца и Луны. Значит, наши советские этнографы сразу начнут говорить о том, что это вот древнее поклонение Солнцу, Луне, значит, сакральные древние вещи. Это все не так, друзья мои. Это все имеет в данном случае исключительно христианское объяснение. Но откуда это взято? Тетраморф. Значит, в видении пророка 4 крылатых существа,
то есть небесных сил, с 4 ликами – человека, льва, тельца и орла. Вот я сейчас, чтобы вам было понятно, видите? Вот здесь вы видите, это одна фигура, вторая фигура, третья и наверху изображение. Значит, что это означает? Позднее мы это встречаем у Иоанна Богослова в знаменитой его книге «Апокалипсис». Но в христианской традиции это стало увязываться с евангелистами. Матфей всегда изображается как человек, поскольку он рассказывает о человеческом служении Христа. Марк как лев, поскольку он рассказывает о царском служении Христа. Лука как телец, поскольку он говорит о жертвенном служении Христа. И Иоанн как орел, поскольку он настолько возвысился и глубину богословия в своем Евангелии раскрыл. Марк и лев – это, вы хорошо все знаете, знаменитый символ Венеции. Лев – это все идет отсюда, потому что они украли в Александрии мощи Марка и перевезли их в Венецию, и с того времени он стал покровителем Венеции. Теперь я хочу обратить ваше внимание на один фрагмент из этого Иезекииля. Когда он описывает явление славы Господней, то есть славы Божией, как динамическую огненную субстанцию, чтобы ваши, так сказать, вы сфокусировались на том, что я говорил, что абхазы считают, что Ныха передвигается как огненная субстанция. Он пишет, это Библия, надвигается буря, огромная туча, пронизанная огнем, сияние окружает ее, а там внутри огня, словно бы янтарь, там виднелись очертания 4 существ. Фигуры существ были подобны раскаленным углям в пламени. Они пылали, словно факелы. Сверкал огонь, из него вырывались молнии. И сами существа неслись и метались, подобно молниям. Сейчас я не буду на этой теме останавливаться, потому что это требует отдельного исследования. Я просто, друзья мои, моя задача, вообще задача любого исследователя, это не состоит в том, что он до конца все должен изучить. Важно вначале поставить проблемные вопросы. Вот когда будут стоять проблемные вопросы, тогда сейчас, потом, в будущем найдутся исследователи, которые объяснять, почему это так произошло. Я просто сейчас обращаю ваше внимание на это, поскольку на это не обратили внимание предшествующие исследователи советского периода в абхазской этнографии, фольклористике и так далее. Второй, артефакт. Тега, футляр, в которой хранилась упомянутая репида. Это что означает? Это означает, что они особо относились, то есть после того, как храм приходит в запустение, кяческий, люди, которые живут в окрестности, они почитают ту репиду, которую я вам показал, но чтобы ее хранить как надо, они делают такой ларец. Вот видите, здесь замки. Открывалось, 2 дверцы открываются, и туда вставляется эта репида, которую я вам показал. То есть она уже становится не предметом литургическим только, функционально предназначенным для богослужения, да, а становится еще предметом поклонения. Но самое поразительное, что они делают? Они взяли чашу, визуально себе представьте бедийскую чашу, огромная золотая чаша, да? Значит, такая же чаша была в Кяческом храме, которая также была подарена святым Георгием II абхазским царем. Они ее взяли, разрезали на куски, и, значит, как получалось, наложили на эту тегу. Вот эти фигуры, видите, там все не одинаково, да, все не композиционно, потому что как вмещалось. Это очень важный момент, потому что это нам говорит о наличии чаши. Чубинашвили считает, что если специалисты займутся этой тегой, они могут собрать эту чашу. И он дает определенные диаметры, исходя из фигур. Он делает хорошее сравнение с бедийской чашей. Вот чем они отличались и чем они были схожи. То есть, если мы сегодня, вся Абхазия и вся Грузия хвалится бедийской чашей, везде мы это публикуется, она же находится в Национальном музее в Тбилиси,
Вот, и постоянно, если вы видели, все время, значит, в интернете она всплывает, да, то, друзья мои, такая же чаша была и в Кячской церкви. Ранее, чем Бедийская. Потому что Бедийская при Баграте, она появляется в начале XI века, а это в первой половине X века. Теперь, иконографический анализ, там мы имеем 14 изображений Христа Пантократора, архангелов Михаила Гавриила опять, Богоматерь, апостольский ранг, там апостол Петр и так далее. Это все, сейчас у нас нет времени все это объяснять. Выводы Чубинашвили. Мы вправе отнести это, предположительно, разрозненное на части потерь к тому общему вкладу царя Георгия, о котором гласит надпись на репиде, и которого, я полагаю, нужно идентифицировать с абхазским царем Георгием II, вступившим на престол около 916-го, умершим в 957 году. Третий артефакт. Значит, кадильница из Кячского храма. Это удивительная вещь, чтобы вы понимали, это ранняя форма кадильниц. У нас, к сожалению, там остались фотографии кадильниц из Цабала и еще несколько. Значит, к сожалению, это тоже находится в том же Зугдитском музее. Вот это я вам показываю сбоку. Сейчас вы увидите дно его. Да? Значит, дно этой кадильницы. Значит, она чем интересна? Она не имеет крышку, как современные кадильницы. Да? Потом она очень длинная. Все эти описания, если кому будет интересно, я вам, значит, в статье вы можете прочитать. И на ней тоже есть надпись. «Святая Церковь, будь мне царю Георгию, помощницей, заступницей перед Господом». Ну, ясное дело, что снова идет речь о Георгии II. Теперь, значит, я не знаю, почему Георгий Амичба не обратил внимания на работу Чубинашвили, но он не обратил внимания. И другие абхазские исследователи, в том числе Сандра Сангулия, Иосиф Адзенба, никто не обратил внимания на эти сообщения Чубинашвили. Но через 10 лет после Чубинашвили Георгий Амичба напишет статью на абхазском «Кячна Хатурухах». Значит, основная задача этой публикации – познакомить абхазоязычного читателя с положениями статьи Акакия Топурия относительно псевдонима Киачели. Значит, о чем идет речь? Известный грузинский писатель и советский писатель Лео Киачели, его настоящая фамилия была Шенгелаев. Он был из дворянского рода. И в грузинской литературоведческой среде стал вопрос, откуда взял он этот псевдоним. Значит, и вот этот исследователь Топурия занялся этим, установил, что значит, Эли – это показатель, значит, суффикс происхождения. Соответственно, он понял, что Кяч, значит, фигурирует. Он начал искать в географии Грузии, ничего не нашел. Значит, потом он обратил внимание, что если писатель из села Буджи, то почему он взял Киачели? И выяснил, что, оказывается, в Мингреле издревле почиталась кячская икона. То есть он пишет икона, почему? Потому что это советский автор, да? Он не специалист, не искусствовед, в отличие от Чубинашвили, поэтому все, что чеканное, все это воспринималось как икона. Это не икона, это репида. Дальше. И вот Георгий Амичба, почему я посвятил ему доклад в университете, его заслуга в том, что он прекрасно владел грузинским языком и средневековым, и читал все то, что, к сожалению, мы не делаем. Вот выложили в Абаза полную версию конференции, и один из абхазских исследователей, который там выступал, он сказал, что надо, чтобы у нас было несколько студентов, которые должны изучить грузинский и среднегрузинский язык, да? И вот эти различия, Самтаврули, Хуцури и так далее. И сразу ко мне подходят люди, говорят, как это так, в Абхазском университете? Он выступил, сказал, значит, надо учить грузинский. Слушайте, друзья мои, это мы не сможем, понятно, что у нас есть проблемы, все это понятно, трагедию мы пережили страшную, но наука не получится без знания греческого, без знания грузинского, без знания армянского, латинского, персидского, фарси, чего хотите. Вот. И он выяснил, значит,
Георгий Амич обратил внимание и задался вопросом, как эти артефакты попали из Абхазии в Мегрелью. И вот историко-легендарная канва событий. Некий представитель рода Какачи из Западной Грузии каким-то образом оказался в Кяче и украл эту репиду. Вместе с этим футляром и, очевидно, вместе с кадилой. Значит, все три артефакта он сразу решил забрать. Потом он переехал в это село Буджи. Там он совершил ограбление невесты из дворянского рода Шенгелая. Значит, его поймали, начался судебный процесс, вынесли приговор оплатить денежную сумму, у него не было денег, он сказал, единственное, что я могу вам дать, это вот эти святыни, да? Значит, репиду, кадила и футляр. Таким образом, но, обратите внимание, это не было сделано устно. Был составлен документ в 17 веке о передаче вот этих артефактов от Какача к Шенгелая, где он говорит, откуда он их взял. И, соответственно, в качестве свидетеля при составлении документа фигурировал владетельный князь Абхазии Саустан Шервашидзе Чачба, а заверил акт представитель мергельской знати Кац Чиковани. Значит, сейчас современные историки грузинские это интерпретировали так, что все грузины. И владетельный князь Саустан Шервашидзе грузин, и Кац Чиковани грузин, и Какачи грузин, и Шенгелай грузин. Все грузины. Так не бывает, друзья мои. В 17 веке все это выглядело совершенно иначе. Не транслируйте сегодняшнее положение или положение 20 века, новой истории Грузии на эти периоды. Они тогда, существовали как отдельные княжества. Дальше. Указанный документ в дальнейшем хранился в личном архиве Лео Киачели. Писатель придавал истории святыни основополагающее значение и взял в качестве псевдонима название Кячской святыни. Вот в качестве псевдонима. Потом, после прихода советской власти, у них это изъяли и передали в Краеведческий музей Зугдиди. Сейчас я выводы Георгия Амича не буду останавливаться, они все касаются того, что я вам сейчас сказал. Я хочу о дополнительной истории вам сказать. То, что я вообще не сказал в своем выступлении в Абхазском государственном университете, потому что не было времени. Значит, я обнаружил в журнале «Сотрудник Закавказской миссии», 1912 года он выходил в Сухуми, заметку, посвященную Кутольскому приходу, написанную священником Савой Кация. Что он пишет? Свято-Георгиевская Гвитаульская церковь не имеет особенно достопримечательных икон, утвари и облачений, заслуживающих внимания по своей древности или ценности. Но в ней следует указать особенно почитаемую населением святыню икону Анаха, архангела Гавриила, которую местное общество называет Кячи. Под этим названием подразумевается жителями прихода особо чтимое имя божество, перед которым они в каждый Новый год производят молебствие. В честь его у каждого домохозяина имеется кувшин с вином, чтобы в означенный торжественный день по обычаю открыть этот кувшин, зажечь свечи на его краях, принести жертву и произвести моление во имя Кячи. Вот теперь видите, к 1912 году как трансформировался Кячский храм Репида, христианская святыня, в божество под названием Кяч, которому совершается жертвоприношение. Соответственно, мы можем полагать, что в этот храм Кутольский пребывала особая чтимая икона архангела Гавриила. Она действительно могла быть из Кячи, потому что вы знаете, что Ктол и Ичгярда граничат. Вот. Теперь интерпретация Кячи как некого языческого божества. Вот здесь я хочу пару слов тоже сказать. Друзья мои, когда вот эта трансформация происходит в период с 16 по 18 век, многие реальные христианские святые
приобретают функции различных божеств в 20 веке. Например, самые известные – Аеркь, Айтар и Анапра. Все три филологически, там нет никаких сомнений, филологически означают святого Георгия, святого Федора и святого Ануфрия. Это не только мое утверждение, вы можете почитать в работах Вячеслава Чирикба. То есть, другими словами, вот появление язычества, оно появляется не ранние постройки Кячныха, а совершенно в поздний, новейший период, когда у людей вообще нет никакого представления об истории. Теперь, вот это я уже вам сказал, опустим эту дискуссию. Единственное, хочу обратить внимание, что вскрытие пифоса с вином, зажжение свечей, заклание жертвы животного, ничего плохого в этом нету, друзья мои. Нас же сегодня обвиняют, меня в частности, что вот он там практикует какие-то языческие традиции. Вы слышите из уст протоиерея Кимчука о том, что мы с вами все язычники и так далее. Друзья мои, это этнизированное христианство, культура, которая имеется в Западной Грузии, в Восточной Грузии, на Северном Кавказе у алан, у армян, у нас, у сирийцев. Это совершенно другие формы традиции христианства, которые нет среди славянских народов, и поэтому оценка, которая дается, она неверна. Значит, дальше. Архангел Михаил и Гавриил в абхазской традиции мы называем собирательным именем Мкамгария. Но если вы посмотрите, я здесь не даю ссылки, если вы посмотрите ранние фольклорные даже материалы, а ранние, самые ранние, это конец 19-го, начало 20 века, у вас волосы дыбом станут, какое это вообще имеет отношение к христианству. Настолько произошла метафора этих пониманий, Мкамгария и так далее. Теперь, какие храмы у нас есть в честь небесных сил? В селе Пщап Гулюбшского района, прямо на трассе Архангел Гавриил, средневековая церковь, в селе Дурипш, поздняя церковь конца 19-го, начала 20-го в честь Архангела Михаила, в Новом Афоне предел церкви Покрова 1883 года. Кроме того, в фондах Абхазского государственного музея у нас есть несколько артефактов XI века. Первый вы здесь видите. Это архитектурные детали из села Анха, где написано, это тоже о Самтавруле, «Святой Архангел Михаил и Гавриил». Второй артефакт – бронзовая икона с изображением Архангела Гавриила. Вот, к сожалению, вот эта припавшая фигура человека – это ктитор, но мы не знаем, как его зовут. Ктитор – это означает, то есть представитель знати, который подарил эту икону, либо построил храм, где эта икона находилась. Обращаю ваше внимание, что, как вы видите, все иконы и репиды, все сделаны из металла. Отсюда еще один абхазский термин «аныхачапа», да, когда это делается из твердого металла. Значит, а в основном у нас фигурировал твердый металл. Дальше. Значит, вот такая еще маленькая деталь. Сейчас Вячеслава Андреевича я еще не спрашивал, потом узнаем его точку зрения. Я просто обратил внимание, что в его статье «Цабальский диалект абхазского языка», перечисляя фамилии цабалцев, он называет Габрия. Да? Я ничего не утверждаю, друзья мои. Я просто обращаю внимание на сходство звуковое, да? Значит, хотя у нас нет никаких прямых данных о генезе этой фамилии, но фонетическое сходство с «в» это передается только в русском языке через букву «в». В оригинале это Габриил. И, значит, когда мы переводим на другие языки, тоже Габриил. Дальше. Еще один исследователь молодой, правда, он наукой не занимается, вы его хорошо знаете, он сейчас, кажется, посол России в посольстве России где-то в арабских странах работает, в арабских странах в посольстве работает, он хорошо знает арабский язык, английский язык, еще пару языков. Значит, Михаил Джергенян, сейчас он почему-то перестал публиковать статьи, но вот он опубликовал одну статью, где он полагал,
что связь христианского имени Микаэль и итальянский вариант Микеле с двумя абхазскими аристократическими родами Миканба, Мканба или Мкел, Мкялба. Значит, я здесь написал, что хорошо бы было ему написать научную публикацию. Он просто гипотезу выдвинул. Я не утверждаю эту гипотезу. Единственное, что вот в случае с Мканбой я все-таки не могу с ним согласиться. Скорее всего, это от имени Мкан абхазского, да, может происходить. А вот в отношении Мкел, да, это вполне возможно с учетом итальянского пласта в культуре нашего народа. Но это тоже еще одна из тем, которые надо исследовать. Наконец, один из лучших артефактов обнаружен в Сурамом Сакане в 13-14 годах в ходе археологических расчисток средневекового храма в Кутоле. Да? Значит, это классическое высокое византийское искусство с изображением архангела. К сожалению, значит, я, насколько знаю, этот артефакт находился в картинной галерее, который сгорел. Значит, теперь у нас его нет. Это я еще постарался с помощью искусственного интеллекта более-менее вытянуть фотографию. Вот это, конечно, обратите внимание, здесь на что хочу, не только на искусственную, на часть, связанную с искусством, что вот эти все архангелы, о которых я говорю, большая часть имеют отношение к Ктол. Вот это интересная тема, почему так произошло. Но это в дальнейшем нужно будет рассматривать. Соответственно, друзья мои, для того, чтобы мы выяснили эту традицию и так далее, нам не обойтись без сравнения с северокавказскими, значит, материалами. В частности, я здесь привожу Уварову ее путевые заметки о святых местах у Алан. Хочу заметить, что при том, что мы кровно родственные с адыгами, в культурном и особенно в религиозном отношении самое большое сходство у нас с осетинами саланами. И у них, и у нас до сегодняшнего дня есть понятие святые места, совершение молитв и так далее. Вот я вам привожу один из фрагментов. В Касарском ущелье между Святым Николаем и местом, называемым Гальфандак, влево от дороги храм во имя святых Михаила и Гавриила, прозываемых туземцами Мкалгаборта. Здесь, говорят, показывают кольцо Нарта Батраса. Батрас – это один из главных героев осетинского нартского эпоса, будто бы сражавшего с архангелом Гавриилом. Да? То есть мы уже видим здесь переплет, синтез христианской традиции с архаическим пластом нартских эпосов, которые в позднее время происходят. И вот библейские персонажи, они вкрапляются в нартский эпос. Это не единственный случай. У осетинов есть целый ряд исследований, где это показывается. Мы это тоже не сделали, к сожалению. Нартский эпос наш не изучен. Какие вкрапились в него элементы разных периодов культуры и истории нашего народа. Теперь вот помните, я говорил, что в Кутоле совершают моление на Новый год архангелу Михаилу Гавриилу. Аналогичное обнаружил я и в Мегрелии, значит, где сопровождается открытием ритуального пифоса. Друзья мои, мы не сможем понять религиозные верования абхазов без учета контекста глобального. Северный Кавказ, аланы, адыги, причерноморские адыги, мегрелы, гурийцы особенно, и меретинцы, картлийцы в меньшей степени, потому что там культура и традиция персидская, там другие вопросы и другие задачи. Значит, дальше, теперь у нас возникает вопрос, это предпоследний слайд, значит, в честь кого был освящен Кячский храм изначально. Но судя по тому, что я вам рассказал и показал, речь идет о небесных силах бесплотных, то есть ангелах и архангелах. И очевидно, либо посвящение им, либо икона, которая там находилась. Вот. Относительно репиды это уже все-таки поздняя традиция, потому что изначально она такую функцию не несла. Ну вот я себе представил, если вдруг нам удастся расчистить, я планирую летом этого года,
Значит, пожалуйста, все примите участие, там нужны глобальные работы. Если мы расчистим этот объект и хотя бы один раз в году будем совершать там богослужение, я предусмотрел, в какие, например, дни. 28 марта собор Архангела Гавриила, 13 июля собор Архангела Гавриила, но наиболее подходящий 8 ноября собор архистратига Михаила и прочих небесных сил. Эта дата представляется самой значимой, так как объединяет почитание Михаила Гавриила, что коррелируется с абхазской традицией Мкамгария. Объектом литургического поклонения может стать, если мы, допустим, договоримся с помощью гальцев, договоримся с зугдицами, значит, чтобы нам позволили сделать точную копию этих артефактов, да, то мы бы могли бы уже иметь как предмет поклонения и, конечно, репатриация церковных реликвий. Конечно, мы должны ставить вопрос о возвращении, значит, этих реликвий в Абхазский государственный музей, не в храмы, не в монастыри. У нас нет, ни у них, ни у нас нет никаких условий хранения таких вещей, поэтому если мы будем ставить вопрос, то нужно ставить вопрос о возвращении фонда Абхазского государственного музея. И табу, благодарю за внимание. Будет все-таки, как выглядел храм? Хороший вопрос. К сожалению, я вам не могу показать ни одной фотографии в силу того, что, как я не пытался его снять, значит, ничего не видно. То есть огромные деревья и зеленая растительность, да, которая не позволяет вообще ничего. Вы не найдете нигде, ни в моих, ни в других работах каких-либо фотографий, потому что невозможно взять ракурс. Единственное, что Батал Джопу мне обещал, может быть, говорит, когда мы расчистили, я посмотрю, говорит, мы сделали какие-то фотографии, но мы были, кто здесь был, в Абанта, то же самое. Когда я первый раз туда приехал, я ничего не мог показать. После расчистки это все станет видно, и с помощью дронов мы сфотографируем, хорошие снимки сделаем. Но вот эта расчистка, это глобальная наша задача, которую мы должны сделать в этом году, и с вашим участием. Конечно, вы скажете мне, вот ты сейчас туда пойдешь, расчистишь, а вслед за тобой пойдут эти все черные копатели. Но, понимаете, вот в этом как раз наша дилемма, что нам делать. То есть, если так оставить, природа его уничтожит. Если спасти его от природы, от растительности, черные археологи его уничтожат. Ну, что-то надо нам сделать, чтобы сохранить этот памятник. Но, по крайней мере, всем ныне присутствующим на лекции даю вам слово, что мы туда поход точно совершим. Да. Пожалуйста, если будут вопросы... А первый раз в каком году вы туда попали? В 2003 году. Это вот Батал Джопу? Нет, первый раз со мной была группа, мы сделали видеоролик большой, ну, помните, еще тогда с санаторием ВО, там Интерсухум, телевидение работало, помните, такой канал был Интерсухум? И у нас был совместный проект с ними, мы каждую неделю показывали один храм на территории Абхазии. И вот в рамках этого проекта мы поехали туда и сняли, но тоже не могли ничего особо снять, к сожалению, ну, потому что, ну, никак вот, и попадали мы, к сожалению, в летний период, когда этой растительности очень много, и она полностью закрывала объект. И второй раз уже я зимой тоже попытался, вот с Баталом, Джопо, с Рауфом Чепи, да, вот мы до половины там на машине доезжаешь до Чегема, дальше все надо идти пешком, вот. Но и тогда тоже мы ничего особо не смогли, кроме каких-то деталей, которые там валялись, вот, снять не получилось. Вот. Это вот, чтобы вы поняли, да, огромные, обхватить нельзя деревья, вот такие растут деревья там. Да. Может.
Я, кстати, там был. У меня тогда возник вопрос. Это было лет 10 тому назад вместе с Якубом. Якуб не смог подняться и так далее. С двумя русскими, один из Москвы. И вот когда я туда поднялся, хотя я с детства много слышал, Качнур и так далее, но когда я пришел, первое, что меня удивило, что это огромный храм стоит в лесу. Буковый лес, причем буковый лес вырастает прямо в здании, он как раз и разрушает, хотя и эти деревья как бы вверх. Но это другой вопрос. Мой вопрос был сразу, почему так далеко от поселения? Там холмистое место, и для поселения людей вокруг очень неудобно, как я увидел. Люди жили на километра 2 ниже. Так почему так далеко? И кто же туда ходил? Это же существует у нас, старое понимание, немножко сейчас за Абхазии не были христианами, в церковь не ходили. Так кто же тогда там жил? Обычно греки, там другие народы на побережье. А тут же далеко. Да, там и народного населения никогда не было. Так вот, получается, вы тут сказали, там человек 500. Так для кого его построили, если Абхазии не были, тут смотрите как. Вопрос состоит в том, что понятно, что одно дело на берегу, когда стоит, да, Пицунда, Себастополис, Гюинес, мы понимаем, что там смешанное население. То есть там в основном греческое, римское население на раннем этапе, да, и абхазы, которые жили вокруг. Здесь исключительно апсильское население. Исключительно. У нас там нет других поселений в горной части. Но я уже дал этому объяснение. Вот, наличие трассы, да, и наличие перевала Богатского моста, который находится рядом. Да, Юрий Николаевич Воронов, когда изучал этот объект, он через урочище Амзера, через Табал, урочище Амзера сюда поднялся через этот мост. Вот. Понимаете, то есть вопрос идет о том, что через этот мост и скот гнали. Да, весь скот прогоняли. Нельзя было где-то в другом месте перейти. Поэтому очевидно, что такой перевалочный пункт требует наличия населения. Ведь Адзенбе как объяснял Иосиф? Вот эти башни Абхазской стены, это там, где следовавшиеся по этой трассе могли остановить, сохранить свою провизию, оставить что-то на хранение и так далее. То есть, поймите, маршрут Кутаиси-Себастополис, потом Анакапи, это важнейший маршрут для этого периода. Это как сегодня наша республиканская трасса. То есть без конца идет движение. Нет, но мой вопрос не в том, мой вопрос о том, что это чисто для Абхазии. Конечно, это да. говорит о том, что Абхазии были такими же христианами, как да, много. конечно. Часто говорят не мы. И это часто говорим мы сами, к сожалению. Да. Вы поймите, тут не надо никого винить. Мы думаем, что на последнем этапе самоидентификации, в новейшее время мы хотим, чтобы мы себя идентифицировали с теми традициями, которые были в период Дольменов и Каменного века. Да. Понимаете? Забывая о том, что культурное наследие, все представленное здесь, это тоже наше наследие. Вот, например, я всегда задаюсь вопросом, почему в символиках нашего государства никак не отображается Абхазское царство и абхазские цари. Да. То есть мы... Это моя больная. Да, нет, я вам почему это говорю? Потому что фольклористы и этнографы, да, забили наши умы. Понимаете, мы не хотим больше, мы только хотим все быть нартами. Да. Вообще нигде нет. Даже портрет рисунками. Я с художником ходил. Слушай, рисунки какой-нибудь. А Брускина у нас нет. А Брускины молодцы. Они нас схемы подняли. Там тоже много мифологии. Осетины, да, тоже много. Я просто к чему хочу сказать? К тому, что вина лежит на нас. Почему? Когда мы поймем, как вы сейчас сказали, что мы наследники этой культуры, понимаете, тогда мы становимся европейцами,
цивилизованными, имеющие общую культуру с человечеством. Что, у греков нет язычества, не было в древности, или у египтян нет древнего язычества? Уж куда-куда, больше, чем у них, ни у кого нет. Но они же себя не самоидентифицируют с периодом раннего язычества или позднего. Они идентифицируют себя с наследием большой христианской культуры, которую они создали. Почему? Потому что я уже это устал говорить, но религия – это эволюция. То есть мы от примитивных форм идем к понятию единого Бога. Мы не можем, достигнув вершин понимания единого Бога, как это достигают мировые религии, потом идти к примитивизации. Понимаете, мы же не хотим сегодня здесь, я сейчас вам скажу, оденьте ашфима. Я скажу, вот абхазка же вы хотите носить, ашфима, вы скажете, что отец Дорофей с ума сошел. У нас уже другая, так то же самое здесь. Да, мы должны знать, да, мы должны изучать, да, мы должны показывать, но при этом показывать не только один период, который нам нравится, кому-то нравится, а показывать всю шкалу развития нашей истории, нашей культуры и религиозных верований. Вот тогда мы будем наследниками всего этого. А покуда мы говорим, что это все не наше, это вот греки построили, римляне построили, картлийцы построили, генуэзцы построили. А чем мы тогда занимались? Например, здесь. Наша история так написана. Здесь были те. Даже я сейчас слышу разговоры, а зачем нам эта Себастопольская крепость, надо ее закатать, чтобы проход там был, зачем это римляне? Это мы не мы. Ну, друзья, ну так нельзя. Это мнение. У меня второй вопрос к этому, не очень. Как вы относитесь к абхазским пиролагиям? Христианство одно. Да. Дело в том, что, насколько я знаю, я уверен, что очень древнее, мы и сегодня его почитаем. Как вы относитесь к нему? Да, смотрите. Как вы относитесь к нему? Потому что у меня отношение, может, другое. У меня следующее отношение. Все, что связано с религиозным верованием абхазов, имеет отношение к понятию единого Бога, Аншаду, я все соблюдаю и делаю. Все, что имеет отношение к примитивному сознанию, например, Бог грома и молнии, это же понятно, что нет такого Бога. Понимаете, это и у греков есть, и у грузинов есть, и у персов есть, и у кого хотите. Но, понимаете, я не могу предложить людям веру в мифологию. Нельзя. Миф есть миф. Миф – это всегда выдуманное. Я говорю об эмпирическом познании единого Бога, а реального единого Бога, существующего Бога, который у абхазов представлен большим пластом. Значит, Ермолай Аджинджел, занимаясь в Абхазском государственном музее тематикой религиозных верований абхазов, взял 3 человека и поехал в Дурипш собирать материал. Приходит к одному долгожителю, говорят, какие божества вы знаете абхазские? Он так на них смотрит, думает, что они меня спрашивают. А мы, говорит Ермолай, исходим из того, что я учился в школе, египетскую мифологию почитал, эллинскую мифологию почитал, и хочу сделать, чтобы в абхазской мифологии было столько же божеств. И этот старик, который не знал, ничего не читал, он говорит, да. Поэтому, конечно, но в этом едином Боге, понимание единого Бога, когда мы совершаем во имя единого Бога, это нельзя назвать язычеством. Спасибо. Кяч хахмт интерпретация хусидует, абриацин ход тачак ход кечаха. Бурдара джара и шишала как обхаугуяна гома. Ну русского кечи врыв, слышала кяча. Исшахадзом из Банзер Нходскавказги, Гупуеневсинге, Аци, Яцум Харамкуигуп, Апача Гигуп, Уи Елкатуп, уже Симдеро, из Астанды Симдеро, то есть Избахадзом, Ахаажла, Кеча, Геча, и рискна монография Югуп, Северный Нходскавказе Тыжу, Макяна Симабхедзист, Аха, уй зигхана ход хабас хор бессижезум.
Нас тема сицерцо. Ебаце анакопин хоз. Ебаце кячин хоз. Зара хасфирмцо ебаце. Ебаце. Зяхот кечароп изргулоз жларацан идуон инхон инцон ебаце. Абри амхаджира голанза. Амхаджира уи يحضر عام توب أما حجرة قلانزا يزبان جاف بي فشوك سزرنا أنا قبيز جد زقمس يلا جي قلن يزبان جيبش بي فشوك سزكاتشز جد زقمس مسقنا أما حجرة قلخيما مو سرس версия كرواك وانا جروب مكانا وي версия يوحرق لزول وبس يغوب أجنوز شا أبسني نقص Ихынзыздыру Вячеслав Андреевпа үйім тоқым біге есі шүксі үйініз кегенері ханы ялгыны піснергон атира. Үйініз вайри ханы. Насабар тиргоз ебамдыргоз. Вы инерзейтесь, когда я туристам рассказываю об этом, что вывозили более 2000 человек с территории Абхазии, итальянцы, на продажу, на рынке и так далее, да? И там был закон, я сейчас могу ошибаться, годами через 12 лет они получали гражданство Генуи или Венеции и так далее. И некоторые абхазцы мне говорят, сартин, щири. Да. Здравствуйте. Христианская церковь очень богато представлена истинной культурой. Да. Мы встречаем, когда обмениваются письмами разные церкви. Да. Вот где все эти общения между разными церквями Абхазии, скажем, церквями Востока, Греции и так далее? Да. Есть ли шанс, что мы можем найти? Очень хороший вопрос, но многогранный, большой. Во-первых, при наличии вот такого храма, в этом храме как минимум должно было быть до 10 книг. До 10. Вот в Анухвах сейчас мы копаем, вот Милана здесь находится, Шамба, мы все время находим книжные застежки. Да? По крайней мере, 3 разные, говорящие о том, что 3 книги точно там были. К сожалению, наш климат, субтропики, главный фактор того, что до нашего времени не дошли рукописи. Вот вы представьте себе 200 храмов на территории Абхазии, по крайней мере, я еще раз говорю, 10 книг в каждом храме должен быть. Соответственно, значит, если мы это посчитаем, несколько тысяч книг. Одно Евангелие до нашего времени дошло 1300 года из Моквского собора. Одно. Понимаете? То есть это трагедия. Да? Вот я, когда грузинские исследователи со мной спорят, я им говорю, ну хорошо, вы там говорите, абхазского языка богослужебного не было. Ну, тогда покажите мне книгу на грузинском языке первого тысячелетия с территории Абхазии богослужебного. Нету. То есть у нас вообще ничего не дошло. Ни на греческом, ни на грузинском, ни на каком языке вообще ничего не сохранилось. Это трагедия. Второе, даже те вещи, которые дошли, вы видите, вы думаете, что эта репида дошла бы до нас, если бы она не была бы металлической. То есть материал, ткань, папирус, пергамент, все, что было мягкое, даже железо, к сожалению. Поэтому я говорю, почему археология так важна, потому что это все, если не раскопать, все исчезнет. Да, ничего не останется. Теперь, что касается других фондов, за границей находящихся. Такая надежда есть. Вот, например, я был в монастыре Святой Екатерины на Синайском полуострове. Значит, монастырь VI века, построенный Юстинианом Великим, главное хранилище древних рукописей всего христианского мира. Почему? Потому что у них была хартия, Мухаммед, пророк, не мог подписываться, он наложил ладонь, и на этой хартии написано, что этот монастырь никто не может трогать.
всякий, кто приходил завоевывать, они показывали этот документ, их не трогали. Поэтому у них такое количество рукописей. А что делалось у нас? Грабилось все. Особенно в 17 веке. Например, я вам напомнил, Арканджело Ламберти, есть другой автор, Христофор Костелли, который нам оставил рисунки. Да? Так он описывает, там на одной из них есть запись. Я зашел в Мокский собор, там находились иконы, мощи такие-то, святыни такие-то, и никто не трогал. Значит, и у меня было, говорит, желание забрать их. Но еле-еле себя сдержал. Но это он себя сдержал. Да? Вот как мощи святого Марка ушли из Александрии, так же и мощи апостола Симона Канонита ушли из Абхазии. Понимаете? В Пицундах до начала XIX века лежало Евангелие с золотым окладом. Ни один человек не тронул. Его один из европейских путешественников забрал. Понимаете? То есть, к сожалению, а прибрежная зона всегда грабилась. Казаки, например, да, до того, как они становятся церковными людьми, они осуществляли грабеж, став церковными. Что они делали? Они грабили территорию Трабзонда и восточной части Абхазии, но в благодарность Пицунской церкви часть оставляли. Вот. Поэтому это второй момент. Вот святой монастырь Екатерины. Значит, мы знаем, что был такой христианский народ на Кавказе, кавказские албанцы. Сегодня их потомки удины и часть лезгинов. Это был очень ключевой народ вот в Средневековье, и мы знали, что у них есть письменность, церковная письменность, не общая письменность. Ни у армян, у грузин, у коптов, у готов и так далее. Это все церковная письменность, друзья мои, создавалась для богослужения. И вот у них было. Но ученые не могли доказать, потому что остался какой-то камень, что-то там было написано, но это не было фактом. И вот в конце 20 века, в 1999-2001 годах, группа грузинских ученых во главе с профессором Алексидзе поехали туда, на Синай, договорились через Министерство культуры Греции и Египта, значит, изучить грузинские рукописи. Это все кожа животных, да? И есть такое понятие полимпсест, погашенный текст. То есть книга – это дорогое удовольствие. Одна книга, чтобы ее изготовить, нужно 120 голов рогатого скота зарезать, обработать кожу, сшить. То есть это себе не мог позволить никто, кроме аристократии. Ну и монастырей. И вот когда они стали изучать грузинские рукописи, которые там хранятся, оставленные монахами, которые туда поехали, да, и там создавали, они обнаружили, что под грузинским текстом есть албанский. Почему? Потому что это же кожа, а предмет нанесения текста твердый, и он выцарапливал, да, а потом еще чернила пропитывалось. И сегодня на данном этапе наука особо ориентирована на такие рукописи, так называемые погашенные тексты, да, чтобы прочитать под ними. Я грузинским коллегам сказал, вот скажите мне, пожалуйста, монастырь Синай, там были греки, арабы, копты, грузины, армяне, все. Но почему именно вы, ваши монахи, должны были погасить албанский текст? Ну, почему такая закономерность вышла, что погасили албанский текст и написали по-грузински? Вот издали в 2014-2015 году Министерство культуры Грузии с Европейским Союзом издали Мокское Евангелие. Да? Сознательно, может быть, несознательно, не знаю. Ни один человек не обратил внимания на то, что в этой рукописи, написанной на грузинском текст Евангелия, все иллюстрации на греческом языке. Так не бывает, друзья. Это означает, оно находится сейчас в Тбилиси, это означает, что у нас есть шанс посмотреть погашенный текст на этой коже, а потом еще есть шанс с помощью современных технологий установить возраст кожи,
место происхождения кожи. Это очень серьезная информация. Поэтому шансы у нас остаются. Шансы у нас остаются. Другой вопрос, что ни мы, ни аланы и не кабардинцы, черкесы, пока полноценно доказать это не можем, хотя у нас есть целый ряд материалов. Например, рукопись кабардинского священника XVII века, рукопись аланского священника XIII века, где, используя греческую орфографию, они пишут по-адыгски и по-осетински. Это есть, такие вещи встречаются, редкие, но встречаются. Поэтому у меня нет никаких сомнений по поводу того, что в Средневековье, в период Абхазского царства, в этих храмах использовались богослужебные книги, фрагменты, использовался для богослужения. Более того, у нас есть свидетельство 8 века, 9 века, жизнеописание Константина Философа, где прямо сказано, что абхазы имеют книги, совершают богослужение на абхазском языке. Когда этот вопрос задали Фрэнсису Дворнику, а это крупнейший славист американский, ему задали, как это интерпретировать, он сказал, я думаю, говорит, что богослужение совершалось на греческом, но потом владеющий абхазским священник переводил это на абхазский и рассказывал на абхазском. Но такая позиция была у грузин, у армян, у коптов, у готов. И потом, через десятилетия вот такой формы богослужения возникала письменность. Понимаете? Потом, когда говорят, люди не специалисты, слишком преувеличенное представление о грузинских рукописях. Друзья мои, я купил там каталог грузинских рукописей и на Афоне, и на Синае, где бы я ни был, в Риме, где можно было эти каталоги купить, я покупал. Вот так я просматривал все в поисках вот того, что мы сейчас обсуждаем с вами. Мне же интересно было. И что я вижу? 95% это переводная литература, богослужебная. То есть там нету оригинальных, например, какой богословский трактат на грузинском языке написан. Знаете, когда мы говорим Яков Цуртавели, мученичество Шушаники, 5 век, или мы говорим Георгий Мерчулия, на основании которой Ингорогва сделал, свою теорию, да? Друзья мои, это агеографическая литература, назидательная. Это житейная литература, все преувеличено, хвалы, родился с четками, молился с детства, мама святая, папа святая, бабушка святая, дедушка святой и так далее. Это не историческая литература, понимаете? Я просто до сих пор не понимаю, почему грузинские исследователи на это не обращают внимания, и абхазские исследователи. Поэтому, с этой точки зрения, переводная литература была везде, и она не могла не быть у нас. И последний аргумент в эту пользу. В начале 20 века за 3 года 4 абхазских священника создали богослужебную литературу и служили на абхазском языке в храмах. 4 человека за 3 года. То есть за 1000 лет Византийской империи это нельзя было сделать. А вот за 3 года в 20 веке это получилось. Я когда это сказал в Московской духовной академии, студентами из Грузии священники были, и они говорят, на абхазском нет богослужения. Я открываю книгу и говорю, богослужебное Евангелие на абхазском языке, да. Тбилиси, 1912 год. Понимаете, у них стереотип этот существует, что этого быть не может. Я уже не говорю, вот я устал студентам это говорить, понимаете? Мы зациклились на 19 и 20 веке. Потому что это самый легкий период. Самый легкий. Там много письменных материалов, архивов. Прочтите немецкого путешественника Шальтельберга. Это фантастика. Он рассказывает про какие-то монастыри из Иерусалима, основанные в горах Кавказа. Он рассказывает о наличии у абхазов богослужебного языка, у адыгов богослужебного языка. Мы ничего еще не изучили, друзья мои. Понимаете, у нас нету, у нас сплошные. Этого Арканджело Ламберти до сих пор не можем вторую часть перевести. Да, пожалуйста. Вот на сегодняшний день, кроме храма Киачных, нуждаются ли какие-то еще объекты в срочном изучении, где они находятся действительно в опасности или перед черными копателями, или перед природой, вот от других объектов? Спасибо большое.
сегодняшний мой каталог составляет 228 храмов на территории Абхазии. 228. Из этих 228, 200 находятся... нуждаются... Ну, вот я начал серию. Понимаете, это все не так легко, да, к сожалению. Нужны исследователи. Я начал серию, которая называется «Храмы и монастыри Абхазии». Да? В 2019 году вышло 2 выпуска. «Скит Иоанна Крестителя» и «Храм святого Георгия Ванхуа». Сейчас готовится и вот этот Кячский храм, храм Бжилуя, храм на Накопийской горе и так далее. Все-таки у меня подход такой. Лучше ничего не писать, чем фантазировать. Да? И полноценный подход. То есть мы не можем просто историю без археологии. Мы не можем просто археологию без истории. Да, Цандребщ у нас Людмила Георгиевна Хрушкова написала, бинарная церковь в Пицунде она написала, какие-то крупные знаковые храмы Абхазии, более-менее, там точно тоже ничего не изучено. Есть работа фундаментальная под авторством Белецкого, Виноградова, вышла в 2015 году, «Церковная архитектура Абхазского царства». Да? И там большинство храмов охвачено, но у этих авторов есть свои предпочтения, свои подходы, датировки и симпатии. Да? Поэтому не всегда это тоже объективно, поэтому надо пересмотреть. Например, сейчас вы посмотрите Акяч, что они писали. Конечно, всего того, что я вам рассказал, в их работе нет, потому что когда такая большая работа, нельзя все охватить. Поэтому, собственно говоря, даже если мы привлечем студентов, и каждый из них будет писать хотя бы магистерскую работу, хотя бы кандидатскую работу по одному храму, еще в рамках 50 лет что-то мы успеем. Да. А вы не выключаете, извините, вы выключаете храмы, которые в Западной Грузии, или даже... Это я не включаю, потому... Нет, я знаю, что они наши, но я просто не включаю, потому что мы тут свои не можем освоить. Да, пожалуйста. Вы рассказали сейчас о восстановлении погашенных текстов, меня это заинтересовало. У меня такой вопрос. Известно ли вам, может быть, примеры восстановления храмовых росписей? Ведь у нас это актуально в Мовском храме. Да, по поводу храмовых росписей, это тоже особая тема. Дело в том, что когда разрушаются храмы, хорошо, если мы имеем хотя бы до сводов. Но чаще всего мы имеем метр, максимум 2. Соответственно, все фигуры ниже пояса либо до головы, а все надписи находятся в этом районе. Да. Что касается Моховского храма, уже мы ничего не найдем. Почему? Потому что если бы не влезли бы в 60-е годы туда с реставрацией, так называемой реставрацией, почему? Потому что руководили это грузинские специалисты, а реставрировали местные крестьяне. Они им платили деньги, те выбивали просто. Понимаете, это нельзя было ни в коем случае делать. Вот. И мы потеряли ценнейшие фрески. Значит, мы потеряли в Бедии в наше время часть фресок. Мы сегодня теряем большую часть фресок в Лыханском храме. Понимаете, мы не понимаем одной вещи. Нельзя ничего трогать. Это мой главный подход. Никаких реставраций, восстановлений не надо делать, пока нет научной реставрации, научного изучения. Побелить, покрасить – это легко делается, но уничтожаются объекты. Но на наше счастье Лео Шервашидзе работал. У него есть фундаментальные работы, которые называются «Монументальная живопись Абхазии». Да, это очень серьезная работа. Другое дело, что в его время не было цифровых технологий, да, и качество всех этих фресок. Вот я сколько уже говорю, в Джале, напротив Моховского собора, через реку Джал, стоит во дворе Кишмария храм, и на ней удивительная фреска лика Христа.
Я ее фотографировал, полностью сохранивший, но она стоит до сих пор на открытом пространстве, и каждый раз дождь, снег и все. Ну вот это, хотя бы ее снять и отвезти в Абхазский государственный музей. Понимаете? Мы ее тоже потеряем. Поэтому немножко нам нужно более ответственно ко всему этому относиться, к тому, что хотя бы сохранилось до нашего времени. Вот, сохранилось до нашего времени. Ну, с кого это требовать, я не знаю. Вот, все мы должны над этим работать. Спасибо. Спасибо.